Ну а что думают о внесенных корректировках в пенсионный возраст сами пожилые люди? Кто заинтересован в активном образе жизни? Ната Евлоева, наш корреспондент, побеседовала с профессионалом своего дела. Руслан Халухай – ветеран труда с 56-летним стажем. За долгий срок службы попробовал себя в разных сферах деятельности. Работал в военкомате, преподавал в школе. Сейчас он руководит отделом кадров на НТРК Ингушетия. Без ежедневного труда себя уже не мыслит. Я себя чувствую прекрасно. И мне придает силы, знаете, то, что я востребован. Ко мне обращаются, спрашивают. И когда ты чувствуешь, что ты нужен, что ты что-то можешь, какую-то пользу принести кому-то, это воодушевляет. И духовно, и физически. Требовательность и строгая дисциплина. Руслан Туганович – человек советской закалки. За усердный и добросовестный труд его уважают коллеги и подчиненные. К молодым специалистам относятся с пониманием и готовы во всем оказать поддержку. Работать с таким высоклассным специалистом для таких начинающих, как я, это большая удача и ответственность, потому что Руслан Туганович обладает большим опытом, большим багажем знаний. И это очень помогает для начинающих и имеет большую перспективу. У Руслана Тугановича есть чему поучиться. Руслан Туганович сидеть дома пока не собирается. Говорит, что работа приносит ему удовольствие. Это не просто заработок, а общение с людьми. К запланированному президентом пенсионному законодательству относится положительно. Потому как никто другой понимает, насколько работа способна поддержать и физически, и морально людей, кому слегка за 60. Я внимательно вчера просмотрел обращение Владимира Владимировича Путина. Мне очень понравилась его позиция, связанная с тем, что, какую реформу сегодня предусматривает Государственная Дума. И высказывание его личной позиции, его отношения вообще к контингенту пенсионеров, это было, в моем понятии, было великолепно. Это связано с тем, что Владимир Владимирович, являясь не только гарантием Конституции, он тут же еще и выступает гарантом защиты прав пенсионеров. А это сегодня многое значит. Пенсионный возраст предлагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации и выстроить свои планы. Также для граждан, которым предстояло выходить на пенсию, по старому законодательству в ближайшие 2 года установят особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Если человек должен был выйти на пенсию по новому пенсионному законодательству в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года. Также правительство предусматривает особые условия жизни труда граждан, льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий будут сохранены. Предусмотрено право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Они должны выходить на пенсию раньше те, у кого 3 детей, на 3 года, у кого 4 на 4. Для женщин, у которых их 5 и более, смогут уходить на заслуженный отдых 50 лет. С целью реализации инициатив и предложений, высказанных президентом нашей страны, правительством республики, утвержден план мероприятий. В указанном плане предусмотрены мероприятия по широкому освещению, дополнительному информированию наших граждан о тех изменениях, предлагаемых изменениях. Будет организована работа горячей линии для разъяснения при возникновении соответствующих вопросов. Больше работающих россиян, больше и поступлений в пенсионный фонд. Соответственно, более высокая пенсия. Основная суть нововведений. Хотя изменениями это назвать сложно, сегодня трудно найти коллектив, где нет работников под 60 и старше. По статистике продолжают трудиться 40% мужчин и 55% женщин в возрасте от 55 до 65 лет. Это по стране в целом. В Ингушетии из более чем 100 тысяч пенсионеров почти 20 тысяч человек продолжают трудовую деятельность. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.